Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске о лайфхаках от якутян, а также новости о самой малочисленной популяции белых медведей у нас в Якутии, о премьере комедийного якутского фильма «Хвост и вымя». Также сегодня вы сможете услышать, как популярная российская блогерша поет на якутском языке, а также рецепт от панды Саха КТ. Давайте начнем. Уже совсем скоро в кинотеатрах города Якутска состоится премьера комедийного фильма «Операция Хвост и вымя». И сюжет, я вам скажу, действительно очень смешной, с переодеваниями мужчины в женщину и настоящей влюбленности в эту псевдо-женщину. Все это сопровождается, конечно же, неповторимым якутским юмором и деревенским бытом. Ну а прямо сейчас я представляю вашему вниманию трейлер-тизер к этому фильму. Waktu bulan apa barang ni ha, jangan mungkin barang piknik tetebet, dari bergala tahu tu nak dokumen apa tetap. Не терпится увидеть уже все ваше хозяйство и наконец-то. Сидите, пока он портубайду, нахта парилю. В Нижнеколымском районе республики заметили и сфотографировали белых медведей. На территории заповедника Медвежьи острова в Нижнеколымском районе заметили 5 особей белых медведей. Отмечают, что этот заповедник является популярным местом рождения белых медведей. В арктической зоне Якутии, по мнению экспертов, на сегодняшний день находится примерно около 2000 белых медведей. Лаптевская популяция – это самая малочисленная популяция на планете белых медведей. Они находятся именно у нас в Якутии. Кстати, в этом году экспертов очень обрадовала новость о том, что этой популяции у нас в Якутии стало немного больше. А о том, как же ведется мониторинг белых медведей, мы узнаем в следующем материале. Здесь, на архипелаге Медвежьи острова, которые считаются родильным домом белых медведей, каждый год идет мониторинг животных. Главное для инспекторов – определить количество берлог, где зимуют, впадают в спячку и рожают самки. Чем больше таких мест найдут, тем больше шансов выявить реальное количество медведей. В этом году за всю историю наблюдений 2 группам удалось выявить рекордное количество берлог – 18. Это может говорить о том, что численность лаптевской популяции, а именно она основной обитатель Якутии, не только не сократилась, но и выросла. По результатам нашей экспедиции, практически все из 18, все обнаруженные 18 берлог, они практически все были заняты. Не было ни одной берлоги нежилой, они были все жилые, поэтому это уникально. Ну и, наверное, это на самом деле еще раз подтверждает то, что Медвежьи острова действительно являются родильным домом белых медведей. Считается, что именно лаптевская популяция является самой маленькой на планете, не более 2000 особей. Поэтому очень важно проводить подобный мониторинг каждый год, по 2 раза осенью и весной. Сегодня считается, что основным фактором, сокращающим популяцию белого медведя, является человеческая деятельность. Это свалки мусора на арктическом побережье, браконьерство и различные загрязнения природы, разливы нефти и нефтепродуктов. А вот новости, что касаются бурых медведей. Так вот, в Якутии отстреляют 180 бурых медведей. Как сообщают в республиканской минэкологии, популяция косолапых растет. Однако из-за лесных пожаров и неурожая ягод в Якутии и соседних регионах звери все чаще подходят к населенным пунктам. Это создает угрозу для жизни и здоровья людей. Больше всего медведей, примерно по 15 особей, специалисты заметили в Лёкминском и Нерюнгринском районах. На 5 сентября по решениям Минэкологии уже добыли 58 медведей. При появлении бурого зверя в опасной близости с населенным пунктом необходимо позвонить по номеру 112. Ну а сейчас, пожалуй, настало время немножко отвлечься и по традиции понасладиться красотами нашей большой республики. Так вот, что пишут пользователи социальных сетей. Не Норвегия ли это? Нет, не Норвегия, Якутия. Давайте посмотрим красоты Тампонского района. Красота в глазах смотрящего, думаю я. Смотрите, как красиво запечатлели туманный закат над селом Техтюр Хангалахского района. Рубрика
Рубрика «Лайфхаки» из социальных сетей от местных жителей снова в эфире. Сейчас время сбора урожая картошки, и от особенностей почвы или от очень дождливой погоды бывает так, что картошка очень сырая и грязная, и тогда местное население ее моет. Так вот, сейчас я покажу вам два способа мытья картошки. Вы оцените, как поступили бы вы. По мне, так мыть картошку – это задумка не очень хорошая, но ведь каждому свое. Помимо картошки поспели и все другие остальные овощи. И многие хозяюшки сейчас ищут хорошие доступные рецепты для осенних блюд. Ловите простой доступный рецепт овощного рагу от Панды Саха. В последнее время в Якутии набирает большую популярность туризм с сельскохозяйственным уклоном. Так, проектная команда «Турсело» презентовала проект «Содействие развитию туризма в сельской местности Якутии». Сельский образ жизни сильно отличается от ритма городской суеты, поэтому данный проект позволяет людям провести время с пользой, отвлечься от города, ощутить новые впечатления и на себе попробовать жизнь в селе. Цель данного проекта, как говорят организаторы, это увеличение количества предпринимателей, которые занимаются туризмом в сельской местности. Такие услуги могут предоставлять граждане, у которых есть личное подсобное хозяйство или, например, потребительские кооперативы. Для сельских предпринимателей это послужит дополнительным заработком. Мы подготовили руководство для начинающих предпринимателей в сфере сельского туризма. Мы хотим помочь нашим начинающим предпринимателям развивать сельский туризм в республике. Сельский туризм – это новый вид отдыха в нашей республике, в Российской Федерации. И мы считаем, что наше руководство сможет помочь предпринимателям начать бизнес, зарегистрироваться, выбрать правильные формы налогообложения, АКВЭДа. И в связи с чем мы создали наше руководство и хотим его распространить населению. Вообще, в последнее время туризм в Якутии очень развивается, и помимо сельскохозяйственного уклона, прямо недавно буквально Якутию назвали самым главным гастрономическим регионом России. Президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров назвал Якутию среди главных гастрономических регионов страны, передает Ассоциация гостеприимства республики. У нас есть несколько регионов, которых можно назвать гастрономическими способами привлекать туристов местной кухни. Это Кавказ и Якутия. В этих регионах есть основа из местных продуктов. Уникальная вещь, как якутская жеребятина, должна продаваться по всей стране. Надо больше производить и экспортировать из Якутии, сказал Игорь Бухаров на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Он отметил, что проблема гастрономического туризма в Якутии – это дефицит ингредиентов, например, жеребятины, и малая известность кухни в масштабе страны. Популярный российский блогер Алиса Супранова, которая занимается тем, что снимает видеоролики о том, как она поет на всех языках России и СССР, еще летом спела песню на якутском языке, таким образом поздравив народ Саха с праздником Исех. Но эта песня стала прослушиваемая у нас именно сейчас, и я вам предлагаю послушать эту песню. Также, помимо того, что она спела эту песню на якутском языке, Алиса последний куплет этой популярной песни группы Баянай решила перевести на русский язык и спеть. Давайте и мы послушаем. Воздух свеж, средь зерниц, отдохну, а потом усну. И проснусь рано утром от пения птиц. Покорить тайгу в Алмазную долину приехали молодые специалисты из города Мирного, Алдана и Удачного. Как проходил подъем на горы и процесс покорения природы человеком, узнавали наши коллеги. Идти можешь?
Ну стошнит по пути, мы тебя донесем. Вот такой он подъем на гору. Сил идти дальше после такого практически нет. Наверное, дело в недостаточной физподготовке, говорят нам некоторые участники спортфеста «Покоритель тайги». Тупили. Оно и физическая нагрузка, и умственная. В общем, надо не торопиться и все делать. А свою физическую нагрузку как оцениваете? Плохо. Надо готовиться, надо готовиться. Подъем в гору на веревках – предпоследний этап полосы препятствий. До нее команды прошли 7 конкурсов на выносливость. Усложнили трассу, прошедшие накануне соревнований дожди. На трассе сегодня присутствует 9 этапов. Это полоса препятствий непосредственно и 2 этапа. Это стрельба из лука и теоретический конкурс исторический. Первый этап у нас идет «Рожденный заново». Это прохождение в трубе с последующим проползанием по крыше. Второй этап – это паутина, третий этап – прохождение по кольцам, и последующие этапы направлены на различные группы мышц, так скажем. Самый сложный этап, как я уже неоднократно говорил капитанам команд, это этап на выносливость, так называемый кроссфит этап. Это подъем в гору по крыше с последующим восхождением на гору с помощью веревки. Покорить тайгу в Алмазную долину приехали 8 десятков молодых специалистов подразделений «Алроса», «Измирного», «Удачного» и «Айхала». «Покоритель тайги» – это третий этап спортфеста культурно-спортивного комплекса. Не только физподготовка понадобилась участникам. Интеллектуальные задания организаторы тоже подготовили. Команды отвечали на вопросы про алмазодобывающую промышленность. Алмаз, да. Алмаз? Блин, это же было легко. Легко было? Это было несложно. Наша команда справилась на ура, как и со всеми остальными заданиями. Когда все этапы феста пройдены, можно расслабиться и отдохнуть. Как ощущения? Прекрасно. Нормально. Люблю природу, спорт. Активный образ жизни. Волнительное ожидание результатов скрасила дискотека. Дождь не помешал. Бронзу и серебро увезли с собой айхальцы. Призовые места заняла команда «Алмаз Автоматики» и айхальского ГОКа. А покорителем тайги стала команда Мирнинского авиапредприятия. Это просто бомба, это пушка. Скажите, в чем успех? Командность, духе, сила в правде. А теперь повелитель тайги, ура! Анна Брянская, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». А на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!